Это называется кэмп. Есть такое понятие в моде. Кэмп. Да. Когда, значит, на первый взгляд безвкусица, да? Ага. То есть одно с другим вроде бы не сочетается, да? Ага. Но если ты тонко чувствуешь момент, тебя просто поражает, что в этом есть сила и глубина, да? Ага. Так вот, без билета это точно такой же кэмп. То есть там намешано всего, да? И рок, и регги, и дискотека, и электроника, и кажется, что это какой-то хаос и базар, с одной стороны. В то же время ты удивляешься тому, как сильно это тебя захватывает и цепляет. Это называется кэмп. То есть у нас есть и для интеллекта побудоражить, да, но мы совершенно не считаем, что земная жизнь, да, она какая-то не такая. Я сам стараюсь жить земной жизнью, потому что мне этот космос, да, я все равно от него никуда не денусь, да, но полностью космонавтом быть не хочу. Я хочу и здесь жить, и там. Я в паспорте артист Виталий Васильевич. То есть у меня, я помню, это больше 10 лет назад точно было. Может, лет 15 тому назад. Когда я первый раз... Я понял, что мне, это уже не псевдоним, это я. Да, я пришел в ЗАГС, говорю, хочу поменять фамилию. Они говорят, какую? Артист. Мне отвечают, слушайте, идите, новинки расположенные по такому адресу. А здесь как бы... Взрослые, ответственные люди, пожалуйста, мальчик, не дурите нам голову, да, вот, потому что это невозможно, скажу вам сразу, да, ну, мне пришлось собрать какие-то материалы по поводу своей деятельности, да, и в следующий раз, когда пришел туда, женщина, которая оказывала мне вот этот прием, да, дело в том, что она дома, обсудила эту ситуацию дома, и ее дети ей сказали, мама, ты что не знаешь без билета, ты что не знаешь артиста? То есть ее дети ей все объяснили, она приняла у меня все документы, было некое заседание в исполкоме по поводу фамилии, и, значит, решили, что действительно в Белоруссии одной такой фамилии быть, пускай вот этот носит. От ляписов я взял, какое-то такое простое, доходчивое повествование, да. От Radiohead я получил способность сочинять интересные мелодии, да. А от скрипки, от Вопля Видоплясова я почерпнул именно язык общения с публикой. Был во всех ипостасях, да. Я был, ты знаешь, и звукорежиссером, и водителем, и спонсором, и артистом, и шнуры паял, и таскал колонки, да. И все, что вот, любые функции, которые в этом деле есть, я везде побывал. Я очень хорошо справляюсь с сочинением музыки для кино. У меня это не закончилось, у меня это периодически выстреливает. На программу эту я попал только потому, что путешествия, да, лежали уже глубоко в моем сознании, в душе. Почему мы попали? Ведь программа была вдохновлена нашей песней, которую мы написали о разных точках земного шара. У нас есть песня «Мой город Рио», «Мой великий каньон», «Дельта Нила» и все линии Назка, пирамиды и Байкал, и Гудзон. Я в лунной долине, и я на острове Пасхи. И концепт той передачи – это было проехаться по всем местам, которые были упомянуты в этой песне. То есть путешествовать я начал раньше. Программа это, поскольку мы 2 месяца были в поездке и побывали вот во всех этих точках, да, и увидели, насколько многогранна и интересна наша планета, естественно, я уже не могу остановиться, мне надо ездить. И я понимаю, что до конца жизни, пока я не помру, я буду везде ездить, потому что есть еще миллион мест, где я не был. А там везде люди. И самое интересное в этих местах, ну, конечно, природа это дает, то, что она другая. Но наиболее интересно это погружаться в быт местных людей, в их традиции, в их мысли, то, как они друг с другом взаимодействуют, и насколько в этом есть разные нюансы. Там хорошо то, а здесь хорошо это. И это настолько интересно, что никогда не остановится у меня эта движуха. И мы это очень хорошо ощутили после путешествия, вот это «Беларусь без границ», что мы были в таких прекрасных местах. То есть мы стояли на острове Пасхи, да, и здоровались с муаями. Мы были поражены разломами Гранд-Каньона, да, или перепадами температур в пустыне Назка, да, или джунглями Перу. Это, безусловно, очень большие и мощные впечатления, да, когда ты там выходишь из Лимы, отъезжаешь 10 километров из 12-миллионного города и попадаешь на аналог нашей птичьи, просто некий кусочек океана, куда все просто останавливаются бутерброд съесть, да, и там плавают киты, то есть это, безусловно,
цепляет. Да? И при этом мы вернулись домой и с чувством огромной любви к нашему дому. Мы поняли, что наша Беларусь, она ничем не хуже вообще, она другая. Так же, как другие и те страны, да, и что у нас не то, что не меньше, а у нас есть и больше. И, конечно, главная ценность — это люди. У нас много классных людей. Потому что если бы не было людей, ну что бы тут было делать? Я хотел бы исполнить песню «Головой на восток» из нового альбома «Маяк». И, значит, хочу поделиться тем, что впервые на людях я ее исполняю под гитару. То есть никто до этого в таком виде ее не слышал, кроме как в густой концертной аранжировке. Ночью спирт, а утром сплин. В понедельник аспирин. Слышу море, но это шум колес. Почему мы не летим? Почему упасть хотим? Я ведь знаю, мы состоим из звезд. Лекарство от ран и бед. Люби, танцуй, да пой. А если пора тебе, возьми меня с собой. Смотреть в океан, считать умножение звезд на горячий песок. Вдыхать облака и соленый туман, и лежать головою на восток. Вот такие новости. Подустал и загрустил, и за это спросят меня в конце. Что ты сделал? Где ты был? Отсиделся или жил? Карма-доктор выпишет мне рецепт. Лекарство от ран и бед. Люби, танцуй, да пой. А если пора тебе, возьми меня с собой. Смотреть в океан, считать умножение волн на горячий песок. Вдыхать облака и соленый туман, и лежать головою на восток. Станем вместе мы разговаривать песнями. Будем вместе мы разговаривать песнями. Головою на восток. Будем вместе мы разговаривать песнями. Лекарство от ран и бед. Люби, танцуй, да пой. А если пора тебе, возьми меня с собой. Смотреть в океан, считать умножение
лицо. Вдыхать облака, вдыхать облака и соленый туман, и лежать головою на восток.